Allora, oggi parliamo di Segui il tuo istinto, un prodotto Segui il tuo istinto – это новый полностью натуральный продукт, который, как и спатула стуки, состоит из извести, мраморной муки и каменной крошки. Всего один рабочий проход позволяет получить либо гладкую, либо рельефную поверхность. Сегодня мы продемонстрируем вам технику создания гладкой полированной поверхности. В буквальном переводе с итальянского языка «пьетра левигата» – гладкий камень. Сначала наносят грунт примус натурале. Bene, a questo punto il primus è asciutto, possiamo procedere. После его высыхания приступает к нанесению продукта. Материал уже затонирован в выбранный по каталогу цвет. В нашем случае был выбран цвет К. Questo è il KA che abbiamo scelto, possiamo procedere. Ecco, qui vediamo dalla stesura che il prodotto è molto morbido e varie. Не слишком густая консистенция продукта позволяет ему заполнять пустоты, не закрытые грунтом примус натурале. Con questa applicazione noi diamo esattamente il quantitativo che serve. In questo modo, con questa stesura. При таком нанесении расход составляет от 1,5 до 2 килограммов на квадратный метр. 2 kg al metro quadro. Ecco, adesso è passata un'ora circa, naturalmente dipende dalle superfici e dagli assorbimenti della temperatura. Приблизительно через час, в зависимости от типа поверхности и температуры воздуха, на поверхности начинают проявляться светлые пятна, и это значит, что продукт высыхает. Теперь его можно уплотнить, как это делает Даниэле, чтобы он стал гладким. Entra Daniele e dà la sua compattatura per portare il prodotto a diventare liscio. Qualora si formassero dei buchi come questo, В случае образования раковин на них следует нанести свежий продукт. verrà immediatamente chiuso. La stessa cosa se ci troviamo in una situazione che non ci piace o che il prodotto Это же касается любых исправлений. Достаточно подмазать свежим материалом и снова уплотнить. aggiungiamo ancora un po' di materiale fresco e andiamo a compattare un'altra volta. Ecco, a questo punto sta asciugando. Пока продукт высыхает, поверхность запрессовывают и уплотняют, чтобы она стала гладкой. Однако эффект гладкости будет неравномерным, как, например, в работе с продуктом спатула стуки, а иметь шероховатости, что характерно для эффекта гладкого тесаного камня. Ruvido che è il bello di questa pietra levigata. Nel caso si voglia una lavorazione più Если хотят получить более пятнистую поверхность, то наносят плоские мазки, которые создадут цветовые акценты на поверхности.
Bene, adesso la parete è asciutta, possiamo parlare di finitura. Infatti, После того, как стена высохнет, приступает к финишной отделке. Поскольку это натуральный материал, самая лучшая финишная отделка для него – прозрачный воск Cera del Vecchio. В его состав входит натуральный воск и мыло. Восковой слой сохраняет свойства натурального материала и обеспечивает защиту от воды и загрязнения. naturalità e la traspirabilità. Ecco, a questo punto la parete è cerata, bella e anche protetta. Теперь стена защищена и покрыта воском, но для получения более выраженного декоративного эффекта мы рекомендуем нанести еще один финишный слой. Aumenta l'effetto. Un piacere da toccare, davvero. Потрясающий эффект. Ecco, adesso qui possiamo invece vedere un'altra finitura ed è Теперь наносят декоративную краску Gioia, которая хорошо схватывается с поверхностью и создает эффект жемчужного металлика. leggermente metallico, molto bello. Ecco, questa la prima mano è asciutta, adesso procediamo con la seconda. После того, как первый слой высохнет, наносят второй слой, который придает равномерность. Bene, anche questa parete Существует еще один вариант финишной отделки краской Gioia, когда продукт наносят очень тонким слоем. Сначала наносят первый слой, и после его высыхания наносят такой же тонкий второй слой для получения одинаковой плотности и однородности, которые выгодно подчеркнут свойства этого продукта. В этом ролике мы делимся с вами техническими приемами. Теперь выбор за вами. Желаем вам успеха с Sigue il tuo istinto.